Государственный академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина ведет свою документальную летопись с 10 мая 1891 с момента утверждения министром внутренних дел Российской империи Устава Общества любителей музыки и литературы. Его главной целью тогда было знакомство местного населения с лучшими произведениями музыки, литературы, драматургии. А вырученные от постановок средства шли на оказание благотворительной помощи нуждающимся. Сложный и тернистый путь прошел русский театр вместе со всей страной. Посредством лучших произведений русской, отечественной и зарубежной драматургии театр вдохновлял народ на новые подвиги во время революции, гражданской и отечественной войн, давал ответы на поставленные государством задачи, осмеивал недостатки общества и прославлял героев. За большой вклад в развитие театрального искусства Якутии в 1980 году театр был награжден орденом «Знак почета». В 1998 году ему присвоено наименование «Академический». В 1999 – имя Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события в сквере театра установлен памятник великому русскому поэту. Современный театр становится все более многообразным, инновационным. Благодаря режиссерам, приглашенным из других регионов страны и из-за рубежа, происходит обогащение европейскими театральными тенденциями культурного пространства Якутии. Мы заведем все по моде, а они как хотят. Уж это как водится. Настоящий фурор произвела чеховская «Верочка» в постановке режиссера из Литвы Линаса Зайкаускаса на международных фестивалях в 2010 году «Встречи в Одессе» и в 2011 году «Театр Чехов Ялта». В 2016 году на фестивале «Театральный Олимп» в Сочи театр удостоился серебряной награды фестиваля. Спектакль «Два берега одной победы» получил приз зрительских симпатий, а презентация театра признана лучшей из представленных. Направляющим вектором глубокого философско-христианского содержания и любви к Отечеству проходит через репертуар театра постановки выдающегося якутского и мирового театрального деятеля Андрея Борисова, «Три разговора» Владимира Соловьева и «Любви еще живой» продолжение Владимира Карпова, «Страсти по ямщику» Василия Харысхала, «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. Стоит особо отметить спектакли Андрея Борисова по пьесам Владимира Федорова: «Одиссея» инока Якутского, лауреат фестиваля «Благая весть» в городе Благовещенск и лауреат Госпремии Республики Саха-Якутия, «Апостол Государев». Премьера спектакля состоялась на сцене Московского художественного театра имени Чехова. «Созвездие Марии» также был впервые сыгран в столице, на днях Республики Саха-Якутия в Москве. Спектакль вдохновил киностудии «Ленфильм» и «Каро Продакшн» на создание художественного фильма по мотивам пьесы. «Два берега одной победы» создан к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прилечу домой из боя я, а прицеплю звезду героя я, а видел сверху под собою я. Ребята, столько девушек в цвету, а не для сталинского сокола, а все ходить вокруг да около, а мне встречает синеокая. Значит, рыжую найду. Театр – храм, в котором служат щедро дарящие якутскому зрителю свою душу, сердце, народные и заслуженные артисты разных поколений. Свежее дыхание современной труппы составляют 4 выпуска театральных вузов, филиала школы-студии МХАТ и Арктического государственного института культуры и искусств. Широка география городов России, где в разные годы побывал с гастролями театр. Это Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Хабаровск, Чита, Магадан, Минск и Бобруйск в Белоруссии, Усть-Каменогорск и Ленинск в Казахстане, Чукотка. С самого момента зарождения театра всегда желанными гостями были артисты русского театра в селах республики. На перекладных, пешком, вплавь, на тракторах и лошадях добирались артисты в самые отдаленные уголки Якутии. На стройках алмазодобывающей промышленности Вилюйская ГЭС, БАМа,
Нет той промышленной точки в Якутии, где бы не побывала нога актера. И сейчас театр сохраняет традиции. Ежегодно бывает на гастролях в городах и селах родной республики. Русский драмтеатр имени Пушкина является единственным театром, который, начиная с 50-х годов прошлого столетия, каждую субботу и воскресенье распахивает свои двери перед самым маленьким зрителем. Уже не одно поколение детей выросло на детских сказках. «Маленькая фея», «Королевство кривых зеркал», «Зайка-зазнайка», «Снежная королева», сказки Пушкина, «Малыш и Карлсон», «Пеппи длинный чулок», «Аленький цветочек», «День рождения кота Леопольда», «Иванушка-дурачок», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Сказка о царе Салтане» и многих-многих других. Каждый новый сезон, в дни зимних или весенних каникул, театр радует школьников новой сказкой. Я поздравляю вас с тем, что вы нашли главное сокровище! Какое сокровище? Да друг друга вы нашли! Возможно ли описать все очарования театра, всю его магическую силу над душою человеческою? О, ступайте, ступайте в театр!